Аллаху алям. Вот интересно, открылась глава про сон. Про сны. Почитаем хадисы, иншаллах. Аллах сказал: А'уду билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. ومن آياته منامكم بالليل والنهار. Сура Рум, 30 сура, 23 аят. Одним из многочисленных знамений, указывающих на могущество, силу, величие Всевышнего Аллаха, то, что вы спите ночью и днем. Сон – великое благо. Его понимает только кто теряет. Бывают старики, говорят, вот спать не мог, туда-сюда. Я думаю, как это не мог спать, непонятно. А один день сам тоже не смог спать. Что-то рука сильно заболела. Думаю, вот оно как невозможно спать. Вот оно как, оказывается, тяжело. И сегодня хорошая дуа читал шейх Махмуд. Говорит: о Аллах, дай нам ощутить Твои блага, когда они рядом с нами, когда они еще нас не покинули. Да. Почему? Потому что когда покинут, они вернутся или нет, это еще под вопросом. Да? Вот, поэтому сон тоже великое благо, и это, можно сказать, канал связи с потусторонним миром. Почему? Потому что когда человек спит, его душа уходит, и в мире душ там имеет свои связи, свои контакты и так далее. Теперь хадисы. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة. Имам Аль-Бухари, рахимахуллах, привел хадис от Абу Хурейры, в котором посланник Аллаха сказал, даже не так, Абу Хурейра говорит: я слышал, как посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, часто говорил, часто говорил, не один, много раз говорил, что после пророчества лям ябха миналь нубуа, от пророчества ничего не осталось, кроме радостных вестей. То есть он последний пророк, печать, все, больше пророчества не будет. Ничего не осталось, кроме радостных вестей. Люди спросили: «Вамаль мубашират», а что такое радостные вести? И пророк сказал, алейхиссалату вассалям, «Арру'я салиха», праведные сны. Во сне, когда видишь что-то хорошее, праведное, это проявление пророчества. Вот, поэтому хороший сон надо рассказывать. И пророк, алейхиссалям, после утреннего намаза спрашивал у сахабов: видели сон? И ему давал какое-то толкование, алейхиссалату вассалям. وعنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا رواه البخاري ومسلم. Тоже имам Аль-Бухари, пусть Аллах милостив будет, и имам Муслим, пусть Аллах милостив будет к ним обоим, собрали хадис также от Абу Хурейры, в котором пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ида ктараба заман», когда приблизится время, имеется в виду время судного часа, «Лям такад ру'я аль-му'мин такдиб», сны верующих людей не будут лживыми, практически не будут лживыми, то есть исполняться будут сны. «Вару'я аль-му'мин», а сон верующего человека – это одна из 60, то есть 46-я часть из пророчества. Одна 46-я, одна из 46 частей пророчества.
Хафтияк, есть же такая Хафтияк книга. 1/7. А это 1/46. Это даже ближе получается, да? Не, меньше. Меньше. Да. 1/7 это вот что-то на 7 разделить. 1/7. А 46 это вообще мало, конечно, совсем мало. Да, меньше. Меньше. Да. Ну, это так или иначе, о чем говорит о том, что сон имеет важный какой-то канал связи с потусторонним миром. Поэтому надо пораньше ложиться спать, часов 9-10, и хорошие сны смотреть. Если поздно ляжешь, час-два, там, усталый, там, какой сон видеть, там, лишь бы выспаться хотя бы чуть-чуть. Уже не до снов, да. Поэтому Расулуллах рекомендовал, алейхиссалям, после айша сразу ложиться спать, чтобы видеть хороший сон и почувствовать, что значит быть пророком. Кто хороший сон видит, он 1/46 часть пророчества вкусит. Да, надо пораньше ложиться спать. Пораньше. Также от Абу Хурайры передается: «Каля Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, ман раани фил манам фасайярани фил яказа». Аллах. Аллахумма рзукна زيارة مسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام وارزقنا زيارة مسجد الأقصى وارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. Абу Хурайра также передает от посланника Аллаха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто видел меня во сне, тот обязательно увидит меня наяву. Наяву, реально видит. Дай Аллах нам этого счастья, я Аллах, я Карим. И передатчик хадиса немножко сомневается, видимо, он чуть-чуть подзабыл или что, говорит. Либо он сказал, пророк, тот меня видел наяву. Кто видел меня во сне, скоро увидит меня наяву. Или кто видел, может, пророк в одном месте так сказал, в другом месте по-другому сказал. Может быть, тоже один и тот же хадис. Или кто видел меня во сне, тот видел меня и наяву. Ля ятамассалю шайтан би. Шайтан не может принимать мой облик. Оказывается, шайтан, маль'ун, и даже во сне принимает участие. Во сне может присниться. Аузубилля. Но облик Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, он не может принимать. Кто-нибудь видел пророка во сне? Кто не видел? Я маму видел. А? Мама видела. Мама видела. Субханаллах. Вы тоже видели, да? Я нет, я только чести не удостоился еще. Ну, еще раз увидит, иншаллах, от нас, пусть скажет, мы любим его, алейхиссалату вассалям. Один парень, новообращенный, мусульманин, учится у нас в этом мадресе Центр Дар. И такие иногда программы бывают, приглашают туда бесплатно. Как бесплатно? Кто-то оплачивает, бизнесмены. И его тоже пригласили. И он говорит, один раз позвонил, через WhatsApp сообщение отправил. Говорит, я приехал, их там как приглашают? Со всего мира новообращенных мусульман приглашают. И, видимо, у них нету гида, никто не объясняет, что к чему. Или, может, есть гид, не знаю. В общем, он не знал, что делать, как делать. И мне сообщение отправил. Говорит, я в Медине, альхамдулилля. Что, говорит, здесь делать, как делать? Я говорю, иди к пророку и ему салям скажи. Салям. Он говорит, я уже там был, так толпа людей идет, и так проходит, и все, и ничего такого особенного нету. Я говорю, ты иди, еще раз ходи, и скажи от нас ему салям, и скажи, мы его очень любим. Да. И он пошел, и говорит, я просто пошел, чтобы выполнить это ваше
Поручение, говорит. И не только ваши, другие друзья мне тоже сказали, будешь там, передай пророку от нас салям. А? Я, говорит, просто это аманат мне как бы доверили. И я пошел, говорит, это аманат выполнять. Сам не знаю. Больше у меня другого намерения не было. Но я, говорит, там вот пошел и сказал, ассаляму алейка, я Расулаллах, такой-то, такой-то, такой-то тебе передает салям. Они сказали, что тебя любят. И, говорит, что-то прошло, так джузз, какой-то ток или что прошло, не знаю. И в голове, и в сердце, говорит, вот так. Джум, какой-то заряд такой. Говорит, такого у меня не было. Один раз было, когда ислам принял. Шахаду, когда сказал, такое было состояние. Это, говорит, неописуемое, машаллах. Вот, поэтому Расулуллах, алейхиссалату вассалям, он принимает наши салямы, когда мы говорим ему ассаляму алейкум. Даже на расстоянии тоже. Яумуль джума, особенно по пятницам. И вот он в могиле лежит, как есть, алейхиссалям, они не гниют, пророки не портятся. И вот в этом хадисе говорит, кто видел меня во сне, тот реально меня видел, ибо шайтан не принимает мой облик. И салаваты, когда мы читаем Расулуллах, алейхиссалям, он тоже отвечает на наши салаваты. Далее. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها وفي حديث أبي قتادة فلينفث عن شماله ثلاثا وزاد جابر وليتحول عن جنبه الذي عليه ولا يذكر لأحد فإنها لا تضره رواه البخاري ومسلم. Также имам Аль-Бухари и Муслим, пусть Аллах будет милостив к ним, очень сильно они служили, старались, чтобы нам хадисы довести, и критически подходили они, отсеивали ложные и слабые хадисы и фальсифицированные хадисы. Вот, передает хадис от сподвижника по имени Абу Саид Аль-Худри, радаллаху анху. Он говорит, сами'ату набия, я слышал пророка, якуль, как он говорит, или часто он говорил такое. «Иза ра ахадукум ру'я юхиббуха», если кто-то из вас увидит сон, который ему нравится, то пусть знает, что хия мин Аллах, этот сон от Аллаха, великого, могучего Аллаха. В таком случае надо сказать «Альхамдулиллах», скажите «Альхамдулиллах». И говорите об этом сне, Другой ривайат говорит, и говорите об этом сне только с теми, кого вы любите, кого доверяете, уважаете. А если кто-то увидит неприятный сон, то пусть знает, что этот сон от шайтана. В этом случае надо сказать «А'уду билляхи мин аш-шайтан ва мин шарри ма ра'айт», прибегая к Аллаху от проклятого от шайтана и зла того, что я видел. И еще желательно подуть в левую сторону, сказать «А'уду билляхи мин аш-шайтана раджим ва мин шарри ма ра'айт». Вот так. Обычно шайтан слева приходит. И желательно еще поменять положение. Если лежал на правом боку, повернуться налево. Если на левый, то на правый. Если лежал на спине, повернуться направо. «Валя ядкурха ли ахад», и этот сон никому не надо рассказывать. «Файна ля тадурру», и этот сон не принесет никакого вреда. Вот такие хадисы. Поэтому сон, оказывается, важно иметь элемент, важное положение в нашей жизни. Тоже его без внимания оставлять нельзя.